Приветствую вас, дорогие зрители! Природа раскрывается навстречу солнцу и теплу. Предлагаю и нам уподобиться цветам, раскрыть душу и сердце, постараться верить в добро и шаг за шагом менять мир вокруг себя к лучшему. Студия 11 видит в этом и свою миссию. Мы делаем все, чтобы ваш день стал чуточку позитивнее. И вот что мы приготовили сегодня. Пой, душа, танцуй, народ. Кирчомские запевки поднимают настроение. Кто такой нутрициолог? Разбираемся в вопросах питания вместе. Священный месяц Рамадан. Что можно и нельзя во время поста? Предлагаю начать наше общение максимально весело. А что в этом смысле может быть лучше музыки? Задорной. Мой коллега-северин Арпа во время путешествия по Усть-Куломскому району познакомился с удивительно душевным коллективом из села Кирчомья. Усть-Куломский район влюбил в себя северина, и свои эмоции наш коллега уже совсем скоро передаст вам в проекте «Большой Север». Не пропустите, это точно будет красочно, масштабно, народно и вдохновляюще. Только представьте, мы думаем о еде больше 100 раз в день. Вот что вы сейчас представили? Сладкую булочку, гамбургер или рукколу с помидорками черри? Аббревиатура ПП становится понятной все большему числу людей. Правильное питание завоевывает холодильники, столы и умы наших современников. Не есть после 6 или есть? Выбрать селедку или треску? И нужно ли замачивать орехи? Самому сложно разобраться в таком океане информации, порой противоречивой. И здесь можно послушать специально обученных людей, нутрициологов. Мой коллега Андрей Кабишев так и сделал. Давайте с первого вопроса. Вот что такое нутрициология? Всегда сталкивался в интернете, там, в простой жизни, да? С чем она связана? Это наука? Да, это наука о питании, о взаимодействии питательных веществ и их влиянии на организм человека. Светлана, скажите, вот я знаю, что вы сравниваете, например, питание, да, с гардеробом одежды, с капсулой. Вот давайте более об этом подробнее поговорим, что это за капсула такая. Да, листая однажды глянцевый журнал, я обратила внимание на капсульный гардероб. Это на самом деле мечта всех женщин. И принцип этой капсулы в том, что в гардеробе есть все необходимое, только нужные вещи, которые ты знаешь, с чем сочетать, по какому случаю эту одежду одеть. Вот. И в гардеробе ничего лишнего. И у меня возникла такая аналогия, что наш холодильник и наша кухня – это та же капсула, это тот же гардероб, та же капсула полноценного питания, где находятся только полезные продукты, правильные продукты, которые ты знаешь, с чем сочетать и по какому случаю приготовить. То есть, пожалуйста, нужен перекус на работу, ты готовишь перекус. Пришли гости на пороге, пожалуйста. Светлана, а что вот нужно человеческому организму в условиях вот северной зимы? Возможно, сейчас я скажу банальные вещи, да, но первое, что нужно наладить, это сон. Во сне происходит ряд гормональных процессов, и мелатонин, гормон сна, это мощный антиоксидант, поэтому нужно спать обязательно и ложиться до 11 часов ночи, вот, потому что с 11 до часу ночи у нас активно идет жиросжигание. Я в это время ем, если честно. Вот, нужно спать. Обязательно витамины, это витамин D, витамин А, витамин С. Никаких фастфудов, вредностей, да, трансжиров, которые мы очень любим там употреблять.
Друзья, для того, чтобы у нас передача была более, наверное, интересной и зрелищной, Светлана, я сходил в магазин накануне нашего интервью и купил продукты, еду. Вот давайте разберем, чтобы было интересно, что хорошо, что плохо. Хорошо. Наш гардероб. Ну, давайте начнем с первого продукта. Это... Та-дам! Это зефир. Тут уже не хватает 3, я честно съел. Советуете или нет? Нет, конечно же, это быстрые углеводы, да, вот, тем более, Нельзя, если да? он с сахаром, то, конечно же, Он с нельзя. сахаром. Знаете, какой вкусный? 3 штуки прям практически за раз. Нельзя, да? нет. Вот за это мне не стыдно, вот честно. Я это люблю. Да, прекрасный букет, как пахнет. да, Слушайте. желательно листья салата употреблять Свежак. с каждым приемом пищи, и если вы вдруг где-то незапланированно съели лишнего, да, то обязательно заешьте большим количеством зелени. Я люблю колбасу. Кто любит колбасу, признавайтесь. Сырокопченая колбаса. Советуете? Нет, конечно же, это трансжиры, красители, растительный жир, соя, ничего там похожего на мясо абсолютно нет, поэтому убираем. Ну, это 100% ПП, правильное питание. Это индейка, да? Хороший продукт, он питательный, диетический, вот, поэтому однозначно его рекомендую. Рис. Причем рис я взял басмати, правильно сказал? Да, это отличный рис, особенно у него низкий гликемический... Чем он отличается? Мне кажется, рис так как обычный рис. Нет, у него низкий гликемический индекс, и он рекомендован для людей, больных сахарным диабетом, либо у кого преддиабет. Друзья, ну это все продукты, которые одобрила наша Светлана, нутрициолог. Вот этим можно пользоваться. Да, вот эти продукты должны быть в нашей капсуле полноценного питания и ничего лишнего, поэтому проведите ревизию в своих холодильниках, Да. на своей кухне, вот, и питайтесь правильно. Светлана, большое спасибо за наше интервью с вами. Ну и по традиции я подарю вам букет, букет ПП, листья салата. Самый лучший букет, спасибо. Спасибо вам огромное. Друзья, питаемся правильно, следим за своей капсулой. И я не про капсулу одежды, а про капсулу питания, здоровое питание. Будьте здоровы! Вот уже почти 2 недели мусульмане всего мира соблюдают пост. Священный месяц Рамадан начался 2 апреля и продлится до 1 мая. Об особенностях и целях этого важного для мусульман времени расскажет муфтий Республики Коми Валиахмад Хазрат Гаязов. Валиахмад, здравствуйте! Добрый день. Я знаю, что пост в исламе один из самых строгих. Что можно и нельзя делать в пост? Пост священный месяц Рамазан, он нельзя сказать строгий, просто он для того, чтобы мусульмане были богобоязненными, то есть боялись совершать грехи и делали добро. Ну, что можно есть в священный месяц Рамазан? Плов, где шурпа, в принципе, лишь бы это не было сказано запретным. Запретным это не было алкоголя и свинины. Кто может не поститься в священный месяц Рамадан? Ну да, действительно есть послабление для людей, которые больные, потом дети, путники, немощные, старики. Есть те люди, которые в это время больны, они должны возместить этот пост в то время, когда они выздоровеют. А что следует есть на сухур и ифтар? Ну, сухур – это утренний завтрак, а ифтар – это ужин, можно сказать по-русски. Но сухур также обычно пророк Мухаммад, мир ему, он обычно разговлялся то есть на утро финиками, финики слушали и другие такие. Можно просто воду попить после того, как наступил ифтар, или щепотку соли. 1 мая не только последний, так скажем, первый день последнего месяца весны, но еще и для мусульман тоже очень важный день, потому что именно тогда Рамадан заканчивается. Чем он заканчивается, Валиахмад? 1 мая заканчивается священный месяц Рамазан, и 2 мая наступает Ураза Байрам. Аид Аль-Фитр еще его называют. Этот праздник мусульмане поздравляют друг друга, приглашают в гости, встречаются. И этот день совершается определенная молитва Аид Аль-Фитр, и совершается в мечетях проповеди. И поэтому этот день для нас является очень большим праздником, и мусульмане в этот день радуются, что смогли в течение месяца воздерживаться не только от того, что разрешено, воздержались от пищи, воды, всего дурного, и
выдержат этот пост, с радостью празднуют Ураза Байрам. Ну и прямо сейчас у вас есть возможность обратиться к своим братьям, к мусульманам Республики Коми. Вот, они обязательно услышат, я думаю, ваши слова, и все очень ждут, что же вы скажете. От имени Духовного управления мусульман Республики Коми, от себя лично я поздравляю всех мусульман, всех граждан Российской Федерации с такими знаменательными событиями, как 1100-летие принятия ислама, 20-летие образования первой мусульманской общины и с праздником Ураза Байрам, который предстоит у нас 2 мая в этом году. И пусть пост, который мы держим, молитвы, которыми мы обращаемся к Всевышнему, будут приняты Всевышним, а на земле будет согласие, взаимное понимание между людьми разных национальностей и вероисповеданий, чтобы наша страна стала могучей, процветающей. Это очень сильные, важные и нужные сегодня слова. Спасибо большое, что вышли с нами на связь. Надеемся, что еще не раз пообщаемся в рамках нашей программы. Благодарю вас. Спасибо большое. Телеканал «Юрган» запускает проект «Помню, горжусь», посвященный предстоящему празднику Победы в Великой Отечественной войне. Стать его участником просто. Достаточно снять на мобильный телефон, фотоаппарат или видеокамеру небольшую историю о родных, которые воевали в Великой Отечественной войне, и направить до 6 мая на адрес, который вы видите сейчас на экране, с пометкой «Помню, горжусь». Ролики будут показаны в эфире «Юргана» в праздничные дни. Технические требования к видео минимальные. Кадр должен быть горизонтальным, при хорошей освещенности, а звук качественный, с хорошо различимым голосом. Крошечная эфирная пауза, и мы продолжим нашу совместную зарядку внутренних солнечных батарей. Студия 11 через пару мгновений вернется на ваши экраны. Мы снова вместе. Вот что ждет вас прямо сейчас. Неизведанный мир Коми. Особый взгляд Юрия Лисовского. Деньги и спорт. Выбираем вид спорта по кошельку. Аплодисменты атлетам. Браво болельщикам. Активная жизнь Республики Коми. На днях отметил свой день рождения талантливый и очень глубокий человек – художник Юрий Лисовский. Он прославился далеко за пределами нашей республики благодаря особому взгляду на искусство ювелирной проработки деталей. Мой коллега Никита Чернов побывал на лекции гуру этнофутуризма. В мире есть тысячи неизведанных мест, и каждый в своей основе несет определенный культурный код. Но что такое культурный код и что он из себя представляет? Ученые выделяют его в определенный набор образов, который связан с каким-либо комплексом стереотипов сознания. Такой набор существует и у коми народа, одно из первых и явных проявлений которого было замечено в этнографике. Но не только ученые были заинтересованы в изучении самобытности нашей этнокультуры. Художники в этом тоже сыграли свою немалую роль. Например, Юрий Лисовский – один из ярких представителей этнофутуристического направления в финно-угорском современном искусстве. Работы Лисовского завораживают своей детальностью, глубиной смысла, гипнотической игрой линий, точек, фигур. Особенную роль в изображении этномотивов играет время. Как бы изначально была тема прошлое, настоящее и будущее. Прошлое в этномотивах это что? Это вот как визуальные такие, визуальный ряд — это орнамент, это вот что-то пермский звериный стиль, который у нас присутствует в раскопках. Это костюмы, это невизуальные, это коми-легенды, пословицы, поговорки, сказания и какие-то природные законы, которые как бы народ на этой территории соблюдал, чтобы жить и процветать.
Продолжение специального репортажа «Неизведанный мир Коми» вы увидите сегодня на Юргане в 19:15. Обращение с мусором – это не столько проблема всего мира, сколько каждого человека индивидуально. Подумать только, все отходы человечества за год могут образовать гору размером с Эльбрус. Потому в очередной раз говорим о важности раздельного сбора мусора. В республике есть немало площадок, куда можно сдать бумагу, пластик и даже чеки. Где они находятся? Разобраться в этом поможет специальная карта. О перспективах мусорной темы, разработке карты и ее функционале мне рассказали накануне. Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами. Что это такое? Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами – это информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение. Они предназначены для ввода, хранения, актуализации информации, визуализации данных о системе организации и осуществления деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, образующимися на территории Республики Коми. Что можно увидеть на карте? То есть информацию о полигонах можно узнать или какие-то еще моменты? Электронная модель содержит данные о полигонах, о контейнерных площадках, о маршрутах мусоровозов и многое другое. Благодаря чему и кому удалось создать электронную модель территориальной схемы обращения с отходами? Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами разработана в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с отходами» национального проекта экологии. Функциональным заказчиком выступило Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. А право на создание и внедрение системы выиграл отечественный разработчик. Центр информационных технологий разработал техническое задание. Не зря говорят, что информация стабильной быть не может, и время от времени она, конечно, должна обновляться. Как часто в контексте электронной модели обновляется информация? Электронная модель является непосредственным приложением к территориальной схеме обращения с отходами. Данные в системе обновляются в момент утверждения территориальной схемы обращения с отходами. На данный момент в системе отображены данные территориальной схемы обращения с отходами, которая утверждена в декабре 2021 года. На самом деле тема обращения с отходами сегодня очень актуальна. По вашему мнению, для чего нужна электронная модель? Тема по обращению с твердыми коммунальными отходами является социально значимой для населения. Создание и внедрение системы позволило повысить информационную открытость органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Коми. Например, мы можем найти контейнерную площадку на электронной модели. Ну и мне сейчас интересно, наверное, больше как жительница Сыктывкара. Если я в этом реестре не нашла какую-то контейнерную площадку, например, около своего дома или где-то еще, что в такой ситуации делать? Реестр мест накопления твердых коммунальных отходов ведет орган местного самоуправления. Для этого вам необходимо обратиться в городскую или районную администрацию. Зачем это нужно? Региональный оператор по обращению с отходами осуществляет свою деятельность в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами и ее электронной моделью. Информация о контейнерной площадке необходима региональному оператору для оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. И где же можно с электронной моделью познакомиться? Электронная модель доступна на официальном сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. Ну что ж, с ней можно познакомиться, посмотреть, как ездят мусоровозы, где находятся полигоны и контейнерные площадки. Спасибо вам большое за беседу, очень информативно. Пожалуйста. Талант, железная дисциплина, поддержка семьи. Это непременные элементы победной карьеры в спорте. Но и о финансовой составляющей забывать не стоит. Сколько стоят занятия тем или иным видом спорта, узнала Виктория Палкина. С 10 шагов с закрытыми глазами мишень поражена. Сыктывкарка Елизавета Сысоева – восходящая звезда пулевого спорта. В тир она пришла в 8 лет. Уже через 5 получила звание мастера спорта. А потом и место в сборной страны. Дорога к большому спорту была не только длинная, но еще и дорогая. Мама Лизы вспоминает, что на первых порах расходы на увлечение дочери просто пугали. Оплачивать нужно было выезды, получались они семейными. Ведь не отправишь ребенка одного в незнакомый город. Но сегодня уже проще, говорит Ольга Сысоева. Сейчас уже последний, когда она входит в сборную России, то есть там уже большинство все оплачивается своего. Ну, бывает, конечно, свои расходы все равно где-то, но уже от нас ребенок уже не зависит. Сейчас она получает даже свою зарплату сама, все на себя тратит, что ей нужно. То есть мама с папой уже не помогают.
Покупать все лучшее и для себя, и для любимой лошади – девиз воспитанников конно-спортивной школы. Как бы аккуратно юные наездники не пользовались амуницией, она очень быстро выходит из строя. В Коми нет ни одного специализированного магазина, где можно было бы обновить гардеробчик. Выручает интернет. Одни покупают все с нуля, большинство же выбирают БУ вещи. Они на порядок дешевле. Мы сами покупаем то, что возможно купить. На седла, там, уздечку, амуницию предоставляет конюшня. Нагавки, вальтрапы, меха. Это все сами. Бриджи на себя. Это конюшня не выдаст. Покупать форму одну на тренировку, другую на выступление привыкли и гимнасты, и фигуристы. Одним нужны профессиональные скакалки, это минимум 3000 рублей, другим – коньки, это не меньше 20 тысяч целковых. Здесь, конечно, тоже выручает рынок использованных вещей. Впрочем, есть виды спорта гораздо бюджетнее, например, шахматы, настольный теннис и даже бокс. Занятия у нас бесплатные, начиная с 10 лет для всех школьников. А платно занимаются только взрослые уже ребята, которые уже, скажем так, свое отбоксировали уже, хотят поддерживать форму, приходят, занимаются платно. Многие родители при выборе спортивной секции считают семейный бюджет, изучают работу различных ДЮСШ. И все-таки последнее слово за ребенком, точнее за его природными способностями и данными. Эта зима выдалась для республики очень яркой в плане самых разных спортивных праздников. Турниры, чемпионаты, фестивали собрали сотни спортсменов и тысячи болельщиков. Спорт дарит незабываемые фантастические эмоции, и прямо сейчас мы еще раз их ощутим. Внимание на экран. Надеюсь, мы помогли вашим внутренним батарейкам зарядиться до максимальных значений. От души желаем провести день без тревог и забот. До встречи в студии 11.